Хинцевай, вайбеш, цейр бог мух бинахаусурду. А сейчас мы послушаем, как справились с домашним заданием наши ребята. Берса, хинц ол хюгладугурду. Берса, мы слушаем тебя. Дедасхейшу Масьей. В чеченском языке существуют грамматические родовые классы. Первый класс ВУ, класс мужчин, слова мужского пола. Второй класс Ю, класс женщин, слова женского рода. Третий класс Ю, четвертый класс Ду, пятый класс Бу, шестой класс Бу, Ду. Первый класс Делаву, Аллах, единственное число. Даву, Дендаву, Конахву, Кантву, Вашаву, Стагву. Множественное число. Дэшбу, Дэшбу, Конахибу, Кентибу, Вежерибу, Нахбу. Единственное число. Нана-ю. Денана-ю, Ненана-ю, Йо-ю, Йо-став-ю, Иша-ю, Зуда-ю. Множественное число. Наной-бу, Денаной-бу, Ненаной-бу, Йо-арибу, Мехкарибу, Ижарибу, Зударибу. Ю. Садада балаудиву, санана маликаю, с денана бушаю, с ненана яхаю. Урок 3. Грамматические родовые классы. Всего в чеченском языке есть 6 родовых классов. Первый класс – это класс мужчин, куда входят слова мужского пола, а второй класс – это класс женщин, куда входят слова женского пола. Итак, первый класс – класс мужчин. Глагол связка ву, даву – отец, дейбу – отцы, дедаву – дедушка, дедейбу – дедушки, конахву – мужчина, конахибу – мужчины, кантву – мальчик, кантибу – мальчики, вышаву – брат, вежерибу – братья, стегву – человек, нахбу – люди. Второй класс – класс женщин, глагол связка ю, нанаю – мама, нанойбу – мамы, денанаю – бабушка, денанойбу – бабушки, ненанаю – бабушка по маме, ненанойбу – бабушки по маме, йою – девочка, йорибу – девочки, йостагью – девушка, мехкарибу – девушки, ишаю – сестра, ежерибу – сестры, зудью – женщина, зударибу – женщины. В первом классе во множественном числе глагол связка будет бу. Также в множественном числе меняется окончание иш, аш, рей, ий. И в некоторых словах меняются корневые гласные и согласные. Например, вашаву – брат, вежерибу – братья. И может образовываться от разных основ. Например, стегву – человек, нахбу – люди. Также во втором классе во множественном числе будет глагол связка бу. Меняются окончания ой, ри. И в некоторых словах меняются корневые согласные, например, ишаю – сестра, ежерибу – сестры. Вот. И может образовываться от разных основ. Вот, например, йостагью – девушка, мехкарибу – девушки. Также в чеченском языке есть слова исключения, которые не входят ни в первый класс, ни во второй класс, хотя они обозначают людей. Глагол связка ду.
Адамду – человек, человеческое существо. Нускалду – невеста. Нускалжду – невесты. Берду – ребенок. Бержду – дети. Дедикдойл Шу. Урок номер 3. Существительное. Цердош. Класс 1. Делаву Аллах. Единственное число. Даву отец. Дендаву дедушка. Önehvu мужчина. Энтву мальчик. Вашеву рад. Стакву человек. Множественное число. Дайшбу отцы. Дендайшбу дедушки. Önehибу мужчины. Энтибу мальчики. Вежарибу братья. Нахбу люди. Второй класс. Единственное число. Нанаю мама. Деннанаю бабушка. Неннанаю бабушка. Йою дочь. Йостакью девушка. Ишаю сестра. Зудаю женщина. Множественное число. Нанойбу мамы. Деннанойбу бабушки. Неннанойбу бабушки. Йорибу дочери. Девочки. Мягкорибу девушки. Ежерибу сестра. Зударибу женщины. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями, ставьте колокольчик. Маша бушук, сахоми пич дана ну ладугар хой. Тахан астаткар обал душу и бианч. Мархи бетц. Дал дек алдойлшу. Дал нусу хусми. Берт эту мугашал хыл. Сегодня мы продолжим разговор об именах существительных и их классовой принадлежности. На прошлом уроке мы разобрались с вами, какие слова относятся к первому и ко второму грамматическим родовым классам. Сегодня мы с вами поговорим о словах, которые относятся в 3, 4, 5 и 6 классы. Ну, немного скажу о словах 1 и 2 класса. Например, если специальность, должность или профессия человека, то мы, называя человека по профессии, обязательно говорим глагол-связку 1 класса, если он мужчина, ву, и 2 класса, если это женщина, ю. Итак, например, врач, лор. И лорву мы скажем, лорву. Если это женщина, лор, ю. Директор, ю. Директор ву, президент ву, президент ю, белхло ю, она рабочая, белхло ву, он рабочий. Все понятно. Например, санда белхло ву, мой отец рабочий. Санан белхло ю, моя мама рабочая. Обязательно мы
говорим вместе с словом глагол-связку, подтверждаем принадлежность. Это мужчина или женщина. А сейчас мы подробно поговорим о словах, которые относятся в 3 и в 4 родовые классы. В 3 и в 4 родовые классы относятся все остальные слова, кроме тех, которые мы отнесли в 1 и во 2 родовые классы. Сюда относятся одушевленные и неодушевленные предметы различные, а также различные абстрактные явления. У нас есть дети помладше, поэтому, чтобы им было понятно, я расписала. Посмотрите на экран. Это животные, птицы, насекомые, различные другие одушевленные предметы, и рыбы, и вещи, еда и прочее, прочее. А также сюда относятся абстрактные явления. Это, например, детство. Это бералду. Детство руками не потрогаешь. Или юность. Жималью. Сейчас подробно мы на примерах посмотрим, какие слова относятся в 3 родовой класс. Слева в столбце в единственном числе, справа во множественном числе. В 3 родовой класс относятся все слова, с которым мы употребляем связку глагол «ю». Связка глагол «ю». Да, и во 2 классе, в классе женщин «ю». Но там немножко иначе, потому что во множественном числе во 2 классе связка глагол «бу». А в 3 классе и в единственном числе, и во множественном числе связка глагол «ю». Посмотрите на экран. Наш драгоценный борс. Борс-ю. Волк. А во множественном числе берзлой-ю. Волки. Класс-ю. Класс обыкновенный. Класс-ю. Классы. Марха-ю. Туча. Мархаш-ю. Тучи. Хорбаз-ю. Арбуз. Хорбазашью. Арбузы. Кыги ворона. Кыгашью. Вороны. Газью. Коза. Гизрию. Козы. Кональю. Молодость. Жилью. Юность. А сейчас внимательно посмотрим на правый столбец, где у нас прописаны слова множественного числа. Посмотрите, во множественном числе в слове «борс» «берзлой» изменилась корневая гласная «берзлой» и добавились суффиксы окончания «лой». В остальных словах, например, класс, классаш добавилось аш, мурхаш, тучи, хорбазаш, игаш, гейзари. И еще раз повторюсь, когда мы читаем, говорим классаш, читаем, а говорим класш, мурхаш, хорбазаш, игш. Гейзери, а гейзери так и говорим, это козы, коза во множественном числе. Обратите внимание, тоже изменилась корневая гласная. И какие выводы мы сделаем по словам 3 класса? И в единственном числе, и во множественном числе в словах 3 класса глагол связка «ю». Запоминаем глагол связка «ю». Во множественном числе могут изменяться корневые гласные. Гось, безлой, газа, гезери. И следующее, то, что мы должны учесть,
какие изменения происходят при образовании множественного числа в 3 классе? Это добавляются суффиксы окончания лой, аш, ши и ри. Сейчас мы подробно поговорим о словах, которые относятся в 4 родовой класс. В 4 родовой класс сюда относятся слова с глаголом связкой ду. Глагол связка ду. И в единственном числе, и во множественном числе. Посмотрите на экран. Левый столбец – слова в единственном числе, в правом столбце – слова во множественном числе. Ламас ду – намаз. Во множественном числе ламас жду пишется. Читаем ламас жду. Я сегодня не зря выбрала эти слова в наш священный месяц Рамадан. Адату – обычай. Адаташду – это обычаи. Камилду – разговор. Камилшду. Видите, я говорю камилшду, хотя там написано камелашду. Камилшду – разговоры. Мархаду – ораза. Марханашду. Марханашду – это ораза в днях. Парзду – обязанность. Парз. Почему мы говорим? Перзмарх таусла закан каба вейштол штукой. Это обязанность каждого мусульманина держать оразу. Парз. Во множественном числе обязанности парзашлу. Нигаттарду. Нигаттар – это обещание. Значит, я обещаю держать завтра оразу. А вот обещание может не быть множественного числа. В чеченском языке, как и в русском, есть слова, которые не образовывают множественное число. Далее я просто слова такие подобрала, чтобы вам было понятно, что сюда и животные относятся, и продукты питания. Эрзуду нам знакомо это слово, это орел. Эрзунашду – орлы. Жалду – собака. Написано жаладу, а мы говорим жалду. Жалду. Жалешду. Жалешду. Собаки во множественном числе. Эсаду – теленок. Эсиду – телята. Хуаду – яйцо. Хуашду. Хуашду – онлай. Хуашду. А теперь, если мы внимательно посмотрим на правый столбец, где мы образовывали слова во множественном числе, что мы заметим? Заметим, что добавились окончания аш, наш, еш, ий. Вот такие окончания добавились во множественном числе. Итак, 4 класс, слова с глаголом связкой ду и в единственном числе, и во множественном числе. И еще в 4 класс относятся слова, которыми мы называем людей. Но почему-то их не занесли ни в 1, ни во 2 класс. Посмотрите на экран. Это слова. Эдемду – это человек. Эдемду. Если их много, мы говорим нахпур. Здесь эдемду. Например, можно сказать мадук адамдер. Вейгах. Как у нас много людей было. Дук адам гойшин, дук адам много людей. Также в 4 класс описаны слова нускалду, невеста. Прекрасная, красивая девушка, нускалду. Во множественном числе нускалшду, невесты.
Берду – ребенок. Во множественном числе бершду. Пишется берашду. Говорим бершду. А также девочка. Зудбер. Зудабер пишется. Зудберду говорим. Зудбершду во множественном числе. Зудбершду говорим во множественном числе. Это просто надо помнить, что эти слова исключения, которые относятся также в 4 класс, хотя так мы называем людей. А сейчас мы поговорим о словах, которые относятся в 5 и 6 классы. Посмотрите внимательно на экран. Сюда тоже относятся все остальные слова. И животные, и насекомые, и птицы, и так далее, и также абстрактные явления и события. Например, удача, замечательное слово, которое нужно всем. Этубу, любовь, безумбу. А сейчас мы подробно рассмотрим слова, которые принадлежат 5 родовому классу. Посмотрите на экран. В 5 родовой класс относятся абсолютно немного слов. Немного слов. В единственном числе этубу – это удача. Во множественном числе этуншбу – удачи. Послушайте, как я сказала. Этуншбу. Этонашбу у нас написано. Этоншбу. Когбу нога. Когашбу. Ноги. Значит, в 5 родовой класс относятся слова с глаголом связкой «бу» и в единственном числе, и во множественном числе глагол связка «бу». Во множественном числе, так же как и в предыдущих 4 классах, добавляются суффиксы окончания наш, аш, этубу, этунаш, когбу, когшбу. Давайте поговорим о словах, которые относятся в 6 родовой класс. 6 родовой класс, он очень объемный. И снова левый столбец – единственное число, правый столбец – множественное число этих слов, которые мы сейчас разберем. Итак, 6 родовой класс. Внимательно слушаем и запоминаем. В 6 родовой класс относятся слова в единственном числе. Используем глагол-связку «ду», а во множественном числе глагол-связку «ду». Так вот наши предки придумали нам такую головоломку, которому сегодня нету ответа. Значит, в единственном числе «бу», во множественном числе «ду». Некбу – дорога. Некашду написано. Некшду мы говорим. Некшду. Ашбу яблоко. Эйжашду. Пишем. Говорим эйжду яблоки. Эйжду. Кабу. Баран – это архарчик. Койду – бараны. Ахарбу – ягненок. Ахарбу. Ахарейду – ягнята. Седабу – звезда. Во множественном числе. Седарчиду. Буйбу – кулак. Во множественном числе. Читаем. Значит, буиншту
а пишется буйнашду. Буйнашду, буйнашду. И еще в этом 6 классе есть слово етву, корова. Етву – это корова. А вот во множественном числе абсолютно образовано это слово, где основа совсем другое слово – хейлиду. И делаем выводы. К 6 классу относятся слова в единственном числе. Глагол-связка «бу», а во множественном числе глагол-связка «ду». Ну и, как всегда во всех классах, добавляются во множественном числе окончания, суффиксы, но они могут образовываться от разных корневых основ. Етву, хели, ду. А сейчас я хочу посмотреть, как вы поняли сегодняшнюю тему. То есть, какие слова относятся к тем или иным классам. Я сейчас задам вопрос, а тот, кто знает и понял, пожалуйста, поднимите руку. Итак, какие слова, то есть с каким глаголом связкой мы относим слова в 3 класс? Хава, Хадиса, говори, Хава. В 3 класс. К 3 классу относятся слова Смели. с глаголом связкой в единственном числе «ю» и во множественном числе «ю». 4 класс. Какие слова относятся? Попробуй ответить. К 4 классу относятся слова с глаголом связкой в единственном числе «ду» и во множественном числе «ду». Умница. Немного поняли. Давайте слова 5 класса. Кто может ответить? Малха. Малха, Хадиса. К 5 классу относятся слова с глаголом связкой «бу» и в единственном числе, и во множественном числе. Умница. Например, когбу, когашбу, этубу, этонашбу. Умничка. А к 6 сможешь сказать, какие слова относятся? Скажи. К 6 классу относятся слова с глаголом связкой в единственном числе «бу», во множественном числе «ду». Умница. Немного поняли. В дальнейшем будем работать и будем знать, какие слова относятся. Итак, теперь мы знаем, что в чеченском языке каждое существительное относится к одному из 6 классов. Первые 2 класса нам понятны. Это класс мужчин и класс женщин. Остальные 4 класса. Здесь нет четкого распределения. То есть нету этого правила, почему сюда относятся те или иные слова. Просто мы с вами должны знать, какое слово относится к какому классу. А сейчас давайте попробуем закрепить материал. Как мы поняли, какие слова, то есть не какие слова, а какой глагол-связку мы используем с теми или с другими словами. Внимательно слушаем. Я сейчас скажу слово, а вы скажете глагол-связку. Кант. Хава, скажи. «Бу». Хорошо, молодец. Папа. Дали. «Бу». Молодец. Мама. Кто скажет?
Ну, Дени, мама. Какой? Как? Ю, молодец, Денечка, понял, молодец, ты умница. Ю, кто скажет? Ю. Ашура, ты сможешь сказать? Какой глагол-связка у нас? Ю. Хорошо, скажи, Элиза. Элиза. Молодец. Поняли, да? Значит, все мужчины у нас будут в, а все девочки и женщины у нас будут ю. Это ты написал? Да ты мой умница. Это ты сейчас сидел писал? И еще вот столько? Да ты у меня умница. Да, дуквах, вот, на, не гантамаву ищет. А сейчас я буду говорить слова с глаголом связкой. А вы мне скажете во множественном числе, какой глагол связка будет. Итак, хорбазю. Кто скажет? Хава. Хорбазю во множественном числе какой будет глагол связка? Хорбазш. Ю. Хорбазщу. Хорбазщу. Хорошо. Жалду. Собака. Жалду. Кто скажет? Малха. Малха говорит. Жалду. Жалишду. Очень хорошо. Все поняла. А кот бу? Кто может сказать? Элиза? Ну-ка. Бу, да? Правильно. И во множественном, и в единственном числе. Кот-бу, кокшбу. Очень хорошо. И самый немножко сложноватый, я так думаю, здесь вот ю-ю, ду-ду, бу-бу. Вроде как легко запомнить. А вот в 6 классе в единственном бу, а во множественном ду. И слова 6 класса. Давайте я сейчас назову, а вы попробуйте глагол-связку во множественном числе сказать. Ашбу. Ашбу. Кто мне ответит? Какой глагол-связка во множественном числе? Хава? Ду, умница. Ахарбу. 6 класс. Во множественном числе. Ахари. Ду. Ахари. Ду. Значит, 6 класс. В единственном числе бу, во множественном числе ду. А теперь домашнее задание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Ставьте колокольчик.